Всем прывітанне, гэта стартапніца. У студыі хацеў сказаць я, але насамрэч апошнія некалькі тыдняў на самаізаляцыі, але тым не менш, як заўжды, сувядучыя Павел Свярдлоў і Юлія Няхай. Прывітанне, Юлія. Привет. Рады цябе бачыць. Як заўжды, сёння мы размаўляем у нашай праграме пра сіндыкаты, пра сіндыкаваныя інвестыцыі, пра ролю лід-інвестараў у сіндыкатах. І з намі на сувязі бізнес-анёлы Дзяніс Белаглазаў і Кірыл Голуб. Прывітанне, Дзяніс, прывітанне, Кірыл. Добрый день. Ну, так я прачуваю, што вам, канешне, надакучылі ўжо пытанні пра каранавірус, пра тое, як змяніўся свет інвестыцый і экасістэмы стартапаў, таму не будзем іх задаваць. Давайце пачнем з нагоды, якая змусіла вас запрасіць у стартапніцу. Я так разумею, што вы абодва прынялі удзел у вялікім праекце, у сіндикаце вакол стартапа Emerge. Ці можаце распавесці, што ды як? Не ведаю, Кірыл, Дзяніс, кто из вас лид-инвестор в этом проекте? Спасибо, Павел. С вашего позволения начну я. Известно, что Emerge на сегодня – это крупнейшая венчурная конференция в нашем регионе. Соответственно, белорусские бизнес-ангелы никак не могли и не могут пропустить это событие. Более того, Emerge собирает в свою воронку самые лучшие и самые новые стартапы, которые появляются и работают в нашем регионе. Наш регион – это так называемый New East, объединяющий не только вот эту часть Восточной Европы, страны Балтии, Беларусь, Украину, Россию, но и среднеазиатские государства, начиная с такого крупного государства, как Казахстан, которое развивается, можно сказать, семимильными шагами и старается держаться в русле прогресса. Денис, есть что добавить? Да нет, давайте беседовать. Ну, ці можна распавесці, якая сума інвеставаная? Я не ведаю, колькі бізнес-анёлаў прынялі удзел у сіндыкаце? Як вы дамаўляліся? Колькі прынялі удзел, колькі адмовіліся ад таго, каб ім удзельнічаць? Спасибо. Я начну отвечать на этот вопрос, поскольку я взял на себя роль лид-инвестора в этом проекте. В английском синдикате самое главное – это полное взаимное доверие между участниками. Именно поэтому мы не форсировали количество, а остановились на 10 участниках. Конечно, была небольшая переподписка, то есть часть желающих осталась, очень небольшая часть осталась за бортом, но это и нормально, потому что сами знаете, коллеги, чем больше мнений, тем труднее прийти к консенсусу. А синдикату бизнес-ангелов все-таки предстоит сообща выбрать наиболее интересный проект, чтобы он был интересен и синдикату в целом, и каждому отдельному участнику. Поэтому 10 инвесторов – это оптимальное количество, на мой взгляд. Я очень рад, что к этому синдикату присоединились и международные участники. Все они говорят по-русски, потому что все они так или иначе наши бывшие соотечественники, но часть из них работает и живет в Америке, а мой коллега Денис, который принимает участие сегодня, живет и работает в Чехии, хотя не теряет связи с родной республикой. Денис, вам слово. Денис, можете распавесці, калі ласка, што вас упэўніла ў тым, што гэты праект варта падтрымаць, што ён для вас значыць, чаго вы ад яго хочаце, врэшце-рэшт? В первую очередь, синдицированные инвестиции, они одни из самых эффективных. Правильно Кирилл отметил, что важно иметь не очень большое количество инвесторов для того, чтобы принять, и желательно опытных инвесторов для того, чтобы принять правильное решение. Это то, что касается самой инвестиции. То, что касается поддержки стартапов, то, безусловно, скажем так, наш синдикат — это является дополнительным мотивом показать свой продукт и участвовать в самой конференции. Денис, а можно вас попросить рассказать подробнее о синдицированных сделках в Чехии? Вообще, как обстоят дела со стартап-экосистемой и, в частности, насколько распространены там синдикаты? У меня есть опыт участия в синдикате с
помощью акселератора, внутри акселератора чешского. Это акселератор Startup Yard. Соответственно, у них воронка стартапов достаточно большая. Этому акселератору порядка 10 лет, он известен в Чехии. И инвесторы выступают в качестве limited партнеров, которые также принимают участие в рассмотрении проектов, инвестируют туда свои деньги. Решение принимает руководство акселератора, что является, безусловно, комфортным. В общем-то, мнения всех инвесторов выслушиваются, но в любом случае решение принимается быстро, потому что по факту принимается именно советом директоров акселератора. Приятный опыт сотрудничества, достаточно эффективный. Сотрудничество началось 1,5 года назад, и регулярно стартапы, которые были в акселерационной программе, это 10-й бранч, они регулярно присылают отчеты о своем развитии. Дальше, соответственно, да, немножечко есть такое правило: любой синдикат, вот в частности данный чешский синдикат, обязательно резервирует сумму инвестиций для того, чтобы инвестировать в те стартапы, которые были в наборе. Потому что каждый из них так или иначе позже начинает расти, показывать успехи и, соответственно, нуждается в дополнительном финансировании. Скажите, пожалуйста, сколько вот сейчас у вас портфельных компаний и из какой они сферы вообще? Чем вот вы им, как специалист, как профессионал, можете помочь? Ваш фокус? Ну, портфельных компаний более 30. Занимаюсь инвестициями с 2017 года. Фокус — это финтех-компании, direct-to-consumer, productivity tools, проптех-компании. Помогаю я в основном в виде консультаций по продукту и самой бизнес-модели стартапа. А экзиты есть у вас уже? Есть такая, да, немножко шутка, скажем так, в сообществе. Наверное, не надо спрашивать у венчурного инвестора до 7 лет, есть ли у него экзиты и какие успехи у стартапов. Или там какие успехи у твоих инвестиций. Успехи у стартапов, они, как правило, есть. Есть один экзит, он прибыльный, то есть он принес X3, но это было скорее исключение из правил, потому что я не ожидаю экзитов раньше, чем еще через 2 года. Это интересно, потому что некоторое время назад мы делали с одним из участников Angels Band Игорем Маханьком интервью, и вот у него около 80 инвестиций, и уже, по-моему, он говорил около 12 экзитов. Вот, так что бывают исключения из правила вот про 7 лет. Он 7 лет инвестировал, насколько я понял из интервью, и это как раз нормально. Через 3 года можем вернуться, я думаю, количество экзитов не будет меньше. Хорошо, с удовольствием. Вот, а еще у меня вопрос к Кириллу. Можешь рассказать подробнее вот про других участников синдиката? Ты сказал, что у них широкая география достаточно. Вот какова она? Чем занимаются эти люди? То есть чем вы сможете помочь вашей будущей портфельной инвестиции? Спасибо, Юля. Есть одно очень важное правило, которое желательно соблюдать неукоснительно, делая ангельские венчурные инвестиции. Во-первых, ни в коем случае не мешать проекту развиваться так, как он развивается. Это бизнес не инвестора. Это бизнес того предпринимателя, которому инвестор доверил свои деньги и верит в его успех. Есть другая хорошая мысль, кроме ожидания 7 лет инвестиций. Никогда не следует давать деньги и вкладывать в бизнес-проект человека, который не умнее, чем ты. Это совершенно очевидно. Только человек более умный, чем ты, сможет успешно распорядиться твоими деньгами, делая свой бизнес. И ни в коем случае не наоборот. Поэтому я, как бизнес-ангел, делаю сам и призываю к этому коллег и товарищей. Не вмешивайтесь со своими советами и со своей помощью до тех пор, пока портфельный проект вас об этом не попросит. В лучшем случае можно высказать мнение.
но только в форме личного мнения, даже не совета. Что касается географии и экспертизы, действительно, участники нашего действующего этого синдиката и вообще члены Angels Band, в общем-то, портрет у них очень похожий. Это топ-менеджеры или владельцы, совладельцы либо действующего IT-бизнеса, либо крупного бизнеса, который в Беларуси сегодня уже не требует от них стопроцентного операционного участия. Есть, конечно, небольшие исключения, но они только подтверждают правила. Поэтому та экспертиза, которой могут при необходимости помочь белорусские бизнес-ангелы, участники, в частности, Emerge синдиката, это в первую очередь нетворк их среди инвесторов следующих стадий. Действительно, самое лучшее, чем мы можем помочь портфельному стартапу, это когда он будет готов привести его и отрекомендовать его венчурным фондам, нашим дружественным и партнерским. Хорошо, а еще скажи, пожалуйста, вот я знаю, что в синдикате участвует человек, который живет в США, Алекс Голод, у него достаточно интересные компетенции, то есть он консультант старты. Вот расскажи о нем еще подробнее, пожалуйста. Да, я с удовольствием рассказал бы, но я предлагаю подождать более подходящего случая, когда Алекс сможет рассказать о себе сам. Дело в том, что он живет в Чикаго, а в Чикаго в данный момент 6 часов утра, и при всем желании у Алекса не получалось поучаствовать в нашей сегодняшней трансляции. Поэтому лучше, если бы вместо меня был Алекс из Чикаго и рассказал бы о себе сам. А отнимать у коллеги возможность поделиться своим мнением, рассказать о себе, я думаю, с моей стороны будет неправильно. Ну, дарэчы, дзякуючы таму, што каранавірус цалкам перагарнуў і журналістыку сучасную таксама, мы з задавальненнем мелі некалькі размоваў з амерыканскімі спікерамі, хаця не, у гэтай праграме мы мелі толькі адну размову. Давялося ссунуць яе, вядома, на вечар па беларускім часе і раніцу па часе ў Сан-Францыска, але тым не менш, калі б мы дагэтуль збіраліся ў студыі і ў вус не дулі, як кажуць, гэтага ўсяго і не было б. Юля, магу я вярнуць размову ці крыху бліжэй да Emerge, ці крыху бліжэй да Беларусі? Вось у мяне два пытанні. Першае, гэта на што, ну, вось сама механіка укладання ў стартап, у канферэнцыю, якая займаецца стартапамі. Дзе тут чакаецца экзіт, дзе тут чакаюцца прыбыткі, дзе тут чакаюцца ўвогуле нейкія грошы. Да? То бок, у чым сэнс вось гэтай інвестыцыі ў 50 000 еўра у Emerge? Што на гэтыя грошы будзе рабіцца? Позвольте, я начну высказывать свою точку зрения, а потом передам микрофон Денису. Первое и самое главное. В этом году Emerge впервые сдвинул фокус на чуть более ранние стадии. Конечно, не в последнюю очередь в этом виноват вирус, потому что чем более сложные и ответственные сделки, тем труднее делать их дистанционно. Поэтому для нас сегодня вот эта небольшая инвестиция в 50 000 евро или чуть больше, она означает возможность принять участие в интересном проекте на самой ранней стадии и тогда, когда проект дорастет до пассивных инвестиций, иметь возможность и юридическое право при нашем желании первыми проинвестировать его на довольно уже существенную, солидную сумму. Именно поэтому мы не остановились на небольшом количестве бизнес-ангелов, 2 или 3. Мы хотим дать участникам нашей сети Angels Band возможность войти в интересный проект минимальными деньгами и на самой ранней стадии. Вообще в Европе это очень распространенный формат инвестиций, и зачастую ангельские синдикаты собирают крошечные суммы даже по европейским меркам 2-3 тысячи евро. Поэтому, еще раз повторю, для меня и в первую очередь и для моих коллег это способ поддержать один из белорусских или из соседних стран проектов на самой ранней стадии и посмотреть, как эффективно он сможет их использовать. Денис? Денис, ласка. Да. Ну, от себя я добавлю, что, наверное, это для нас, как для инвесторов, это... Emerge — это хорошая воронка стартапов. В общем-то, все стартапы, они организованы, они готовили все инвестиционные презентации. Мы принимаем решения тоже таким коллективным разумом, и, соответственно,
учитывая два фактора, то есть, с одной стороны, большая воронка подготовленных стартапов, пусть даже ранней стадии, и коллективное мнение нас как инвесторов, безусловно, позволит нам выбрать самый достойный стартап, который получит на старте некое ускорение. Соответственно, то есть, в общем-то, мы ожидаем, что данный стартап может добиться успеха, потому что он будет иметь некоторое конкурентное преимущество. Ці можна яшчэ крыху для мяне патлумачыць сэнс укладання грошай у праве выбраць першымі стартап, у які вы зможаце інвеставаць на ранняй стадыі пазней. Ці сэнс у тым, што менавіта нейкая частка, ці гэтыя ўсе 50 тысяч, яны будуць інвеставаныя у будучыні, у стартап, які вы выбераце па выніках канферэнцыі? Скорее всего, да, и в этом-то и состоит как раз наша задача. Другі варыянт. Гэтыя 50 тысяч будуць інвеставаныя ў нейкі праект. Просто это было альтэрнатыўнае пытанне, Кірыл, ці то. І калі ты адказваеш хутчэй за ўсё так, тут трэба ўсё ж таки выбраць першы ці другі вариант. Абсолютно нет. Если я отвечаю так, то совершенно не значит, что я отбрасываю другой вариант. Давайте не будем забывать, что венчур — это инвестирование в будущее, которого еще нет, при условиях практически полной неопределенности. Поэтому в венчурных инвестициях сказать о том, что произошло, можно только по факту, потому что все может измениться в самый последний момент. В том числе и не в последнюю очередь, поэтому мы нигде не пишем и не заявляем о том, что мы даем некий приз, не дай бог, или безусловную инвестицию. Отнюдь нет. Мы предлагаем инвестиционную в данном случае возможность, и совершенно не факт, что после объявления нашей инвестиции мы в итоге сможем финально подписать бумаги по закрытию сделки с этим стартапом. В венчурном мире, в венчурной жизни бывают очень разные ситуации. Гарантий нема. А можно знать, вот что может помешать? То есть неправильно инкорпорированная компания, это то, что первое приходит на ум. Может быть, какие-то аспекты в due diligence? И вообще, вот в чем состоят твои задачи как лид-инвестора, учитывая, что ты отвечаешь перед всеми, так сказать? Вот, расскажи об этом, пожалуйста. Стандартный рабочий процесс выглядит обычно следующим образом. Первым делом после предварительных переговоров, когда понятно, что и фаундеры стартапа, и потенциальные инвесторы хорошо друг друга понимают, подписывается так называемый term sheet, то есть базовое соглашение об условиях будущей инвестиции. Только после этого начинается серьезный, ответственный due diligence, который проверяет все аспекты проекта и будущей сделки. К счастью, на ранних стадиях таких аспектов не очень много, поэтому due diligence не длится долго. К примеру сказать, на более поздних стадиях, начиная с round A, due diligence может длиться месяц, 1,5 месяца и более. Это нормальная ситуация. Если по итогам due diligence возникнет уверенность или хотя бы серьезное основание думать, что какие-то аспекты выглядят не так, инкорпорирование можно проверить очень быстро еще до подписания термшита. А вот аспекты, которые нельзя проверить заранее, или это очень трудоемко, как раз и могут быть дилбрейкером, то есть ситуацией, которая нивелирует наши предварительные договоренности. Самый распространенный кейс, на мой взгляд, Денис добавит от себя, но, на мой взгляд, чаще всего, с чем я сталкиваюсь, это неполная лицензионная чистота имеющейся разработки. То есть мы обнаруживаем, что фаундеры стартапа без злого умысла, иногда даже сами не зная, что так делать нельзя, они используют какой-то открытый код как часть собственной разработки, лицензия на который не позволяет делать из этого коммерческий продукт. Соответственно, инвестор не может в таком случае инвестировать в проект, который таким образом использовал код третьей стороны. Может быть, Денис подскажет из своего опыта аналогичная ситуация. На самом деле, да, я согласен с Кириллом, это самая распространенная вещь. Стартапы обычно, они быстро делают всегда продукт, им это важно, скорость стартапа имеет первоочередное значение. Поэтому заняться вопросами интеллектуальной собственности не у всех и есть опыт или время. Здесь
учитывая, что стартапы ранней стадии, и им надо об этом подсказывать. Но и иногда наблюдается, то есть, некоторая фантазия, условно, в инвестиционной презентации о своих достижениях. То есть когда инвесторы начинают проверять фактические данные по компании, считать там количество посещений, количество подписчиков, то бывает, обнаруживаются разногласия даже на стартапах более поздней стадии. То есть такое тоже бывает. Насколько вы открыты, извини, Паш, можно я еще задам? Конечно. Насколько вы вообще открыты вот в плане географии? Потому что я знаю, в этом году у Emerge в пайплайне заявки от стартапов из 30 стран, и там есть даже такие экзотические направления, как Эквадор, Пакистан, какие-то острова в Тихом океане. Я даже не знала, что такие существуют. Вот, слабо инвестировать в стартапы из Пакистана? Можно я отвечу? Да. На мой взгляд, нам в первую очередь важно инвестировать в стартап с понятной юрисдикцией, там, где мы, во-первых, можем проверить инкорпорирование, проверить основателей. Да? Юрисдикция имеет все-таки важное значение. Если мы мало что понимаем в законодательстве Эквадора, и компания зарегистрирована в Эквадоре, то для нас это определенный риск. Вероятно, мы можем и в такой инвестировать стартап, но там просто необходимо будет сделать гораздо больше работы. То есть вопрос голосования остальных инвесторов, которые будут видеть в этом риск. Ну и, безусловно, второй момент. Если мы преодолеваем первый момент, то важен рынок, на котором развивается стартап. То есть если это стартап из Белоруссии, хорошо, Белоруссия нам понятна юрисдикция, но пусть это будет Литва, может быть менее понятная, но тем не менее уже европейская юрисдикция, и они работают на американском рынке, то есть во второй момент мы обращаем внимание на рынок, на каком рынке работает стартап и что он на этом рынке может сделать. Так, теперь я добрый. Вось такое пытанне. Як у Беларусі ўвогуле афармляюцца сіндыкаваныя сделкі? Я так разумею, што калі некалькі чалавек укладаюцца паасобку, але разам, у кожнага ёсць нейкая доля, адпаведна, як вось гэта можна аформіць сёння по беларускаму заканадаўству? Ці ніяк? Ці проста пераносіць сделку ў іншую юрысдыкцыю, дзе ўжо ўсё створана для того, каб яе нормально зарегистрировать? Да, Павел, это очень правильный вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. Вообще классическое понятие синдиката бизнес-ангелов – это не совсем то, что мы сейчас делаем. Нужно понимать, что для нас такая деятельность – это тоже один из первых опытов. Дело в том, что синдикат бизнес-ангелов обычно действует как уже сплотившаяся, слаженная группа инвесторов, и свои инвестиции они делают через так называемое SPV – Special Purpose Vehicle, то есть специальное юридическое лицо, единственная цель существования которого – это принять инвестиционные средства от инвесторов и направить их в один конкретный стартап. Действительно, в белорусской юрисдикции создание SPV не имеет ни экономического, ни юридического смысла. Не в последнюю очередь потому, что, например, 8-й декрет содержит очень важные и ценные положения, которые стимулируют делать вложения частных лиц непосредственно в юридическое лицо, в стартап, не создавая для этого никаких дополнительных прослоек. Поэтому в нашем случае это очень упрощенный вариант. Это частные прямые инвестиции от каждого участника синдиката в отдельности, но сделанные по идентичным условиям и совершенно идентичными юридическими бумагами, где меняется только фамилия и паспортные данные инвестора. Соответственно, второй момент, инструмент очень выгодный и очень удобный для всех сторон – это конвертируемый заем. Наши инвестиции будут оформлены именно в виде конвертируемого займа, либо, если наш таргет, то есть стартап, который мы выберем, инкорпорирован в штате Делавэр американском, тогда, скорее всего, будет эта инвестиция по принципу SAFE.
Simple Agreement on Future Equity. Это тоже очень удобный инструмент, который разработали в Y Combinator в свое время. Фактически стандарт для индустрии. Но и в этом случае это все равно будут частные инвестиции от каждого отдельного участника синдиката как физического лица. Вось у вашым сіндыкаце, пра які мы размаўляем, які удзел хто прымае? Ну, напрыклад, вы лід-інвестар, а якія ёсць яшчэ ролі, ці вось усё, больш ніякіх роляў няма, адзін лід-інвестар і ўсе астатнія на роўных правах пароўну там ментары і гэтак далее. Совершенно верно, Павел. Более того, и лид-инвестор не обладает никакими дополнительными правами, нежели остальные участники. Обязанностями, да. На лид-инвестора падает обязанность делать заметно больше работы, чем коллеги, как минимум в плане изучения пристального потенциальных таргетов. Можно сказать, что это какой-то аналог. Все мы были когда-то пионерами в детстве. Это какой-то аналог роли председателя совета отряда в каком-то смысле. Это пионер-вожатый. Нет, не пионер-вожатый. За это не доплачивают, и профессиональный лид-инвестор обычно не ищет каких-то дополнительных выгод для себя. Просто в текущей сделке эти обязанности несет он на себе. В одной из следующих сделок это будет его коллега, который по каким-то причинам больше понимает или лучше понимает в данной сфере, бизнес-нише или даже стадии развития проекта. Вы згадалі пра абавязкі. Якая ёсць справаздачнасць у гэтай дзейнасці, наколькі яна абцяжарвае чалавека, перашкаджае жыць? Ну і вось яшчэ пытанне наўздагон. Я так разумею, Кірыл, што гэта не першая твая не першы ўдзел у сіндыкаванай здзелцы. Як ты ўдзельнічаеш у працы тых кампаній, тых стартапаў, якіх гэтыя здзелкі датычыліся раней? Спасибо. Я предпочту сделать очень короткий комментарий и потом переадресовать вопрос Денису, потому что Денис занимается этой деятельностью дольше, и у него гораздо больший опыт. Что касается меня, я могу только повторить. Максимально отстраненное участие в стартапе, при этом с полной степенью доверия. Априори я доверяю всем отчетам, которые присылают стартапы о своей деятельности, и реагирую на этот отчет только в том случае, если там прямо адресован какой-то вопрос ко мне. Если нет, я уже сделал свою ставку, я уже доверил свои инвестиции конкретным предпринимателям и реализуемому проекту. И чем меньше я буду пытаться влиять на ход проекта, когда меня об этом не просят, тем лучше будет для всех и для меня в первую очередь. Денис, позволь передать тебе микрофон. Денис, вы поделяете этот принцип? Не нашкодить? Да, принцип невмешательства, он однозначно первоочередной. Чем я дополнительно, может быть, помогаю, то есть благодаря опыту работы с несколькими стартапами ты видишь лучшие вещи, которые сами ребята придумывают. Соответственно, например, оповещение инвесторов регулярное в канале мессенджера является важной функцией. Соответственно, я вношу какие-то рекомендации, как стоит общаться с инвесторами, текущими и с будущими. То есть, соответственно, даю рекомендации по продукту, ввиду своей любознательности всегда тестирую продукт, беседую с основателями, высказываю свое мнение, основанное, опять-таки, на изучении тысяч других стартапов. Знаю, у кого что работает, у кого что не работает. Когда мне кажется, что стартап делает хорошо, говорю ему. Когда вижу, что он делает что-то не так, я просто привожу ему примеры, и всегда решает основатель. И действительно, важно посоветовать, но никогда не настаивать на своем мнении. Бок меркаванне сіндыкаванага інвестара ці проста інвестара, яно носіць рэкамендавальны такі характар і вырашае ўсё роўна фаундер, правильно? Да, совершенно верно, да.
Юлия, пробач, я уклинился, поспел, да, тебе Да, слово. у нас уже немного времени, но у меня есть два вопроса, которые я очень хочу задать. Первый, в общем-то, вдогонку к предыдущему. А вот как вы отреагируете, если увидите, что с вашей точки зрения стартап ведет не слишком стартаперский образ жизни? Например, Виктория Тигибко, фонд Thierry Ventures, достаточно успешный, украинский, она сказала, что однажды встретила стартапера, который приходил к ней за деньгами. Он летел в какую-то экзотическую страну бизнес-классом. Она посмотрела на это дело и решила денег ему не давать, потому что, ей это не понравилось, скажем так, это странно ей показалось. Вот. Вы сказали, что по умолчанию верите отчетам, и тем не менее, но если вот вы узнаете, что кто-то из ваших портфельных компаний покупает там MacBook в офис и прочее, вот как вы отреагируете? Это вообще нормально? Яхту, да. Но яхту, у нас негде кататься на яхту. На Минском море. Есть. Почему? На Минском море. Юлия, вот вопрос очень интересный. Одно дело – это полет бизнес-классом, когда ты летишь просто отдыхать сам как физическое лицо. Мы ведь не говорим, что стартапер должен быть бедным или обязан демонстрировать какое-то именно демонстративно невысокое потребление. Он не обязан, абсолютно нет. Вот если мы с вами видим, что после уже сделанной инвестиции команда стартапа летит на рабочую конференцию почему-то в бизнес-классе, это, конечно, вызовет определенные вопросы, но не совсем к тому, почему они купили дорогие билеты, а скорее к тому, неужели они не нашли более правильный способ, более нужный для проекта потратить инвесторские деньги. Что касается макбуков, здесь определенный другой вопрос. Ведь для работы хорошего проекта, связанного с софтверной разработкой, необходимы хорошие компьютеры. Для многих программистов, которых фаундеры наймут в свой проект, для них, может быть, во время работы в корпорации это совершенно привычно. Хороший ноутбук, рабочий, выданный, соответственно, корпорацией. Поэтому если такая штука необходима для привлечения толковых, топовых, даже, скажем, в нашем регионе программистов, и если это фактор будущего успеха, один из, то окей. Мы ведь как инвесторы оцениваем план расходов финансовых стартапа до того, как делаем инвестицию, а вовсе не после того, и не собираемся контролировать не то, что каждую копейку, там, каждую $1000 даже. Это совершенно не наша задача. Я поняла. Такая тема благодатная, ее можно развивать на какие-то другие сферы, безусловно, но у нас мало времени. Поэтому мне вот интересен такой вопрос. Сейчас очень такое непростое время. Мне кажется, безумно круто то, что вы решились вот собрать синдикат, подобрать стартапы и использовать конференцию Merge для этих целей, то есть вот афишируйте свое такое желание. Но, тем не менее, с какими проблемами столкнулись ваши портфельные компании вот сейчас, и как именно вы им помогаете? Давайте я попробую ответить на вопрос. Компании, безусловно, кто-то получает выгоду от текущей ситуации, потому что у них увеличиваются продажи, увеличивается доходность. Некоторые компании, условно, с сегмента, например, продажи билетов на различные культурно-массовые мероприятия, они сейчас полностью вынуждены остановить свой бизнес. Соответственно, в зависимости от того, в каком положении компании подошли к данной критической ситуации. То есть если у них был какой-то инвестиционный раунд, у них есть денежные средства, значит, они оптимизируют свои расходы, сокращают и, соответственно, работают над продуктом. Здесь им нужна помощь, в общем-то, в виде консультаций, в виде развития. Максимально некоторые компании запрашивают, и даже вот в данный момент я вижу достаточно активный спрос, приходит на инвестиции. И на самом деле спрос на инвестиции есть сейчас у всех компаний, и даже которые испытывают трудности в настоящий период, и те, которые получают какой-то профит от данной ситуации. Потому что они видят в этом возможность. Они видят возможность дешево привлекать клиентов в свой продукт. И на самом деле сейчас очень повышенный спрос, в первую очередь, на инвестиции. Наверное, вот в данный момент самая нужная помощь — это инвестиции, это понимание стартапа. Но в любом случае мы видим, если
стартап ничего не может делать в данной ситуации, а просто ему надо как бы закрыть какой-то дефицит денежный, то бывает, он и не получает этих средств. Он должен предпринять все необходимые действия и очень активные действия. Может быть, придумать какой-то план на этот период, потому что сейчас никто не знает, как долго он продлится. Спасибо. Ну что ж, сябры, Так, Кирилл пусть ответит, можно? пробачьте. Мне Я так призвычаюся, что Кирилл нечего добавить першым словам моих адказвае. коллег. Ну, што думаю, што ён ужо паспеў адказаць. Ну, але насамрэч часу для адказу Кірыла ўжо не засталося, таму што 35 хвілін стартапніцы ўжо ў нас за спінай. Таму будзем развітвацца. Нагадаю нашым слухачам і гледачам, што сёння бізнес-анёлы Дзяніс Белаглазаў і Кірыл Голуб распавядалі нам пра сіндыкаваныя здзелкі, пра ролі, пра адказнасць і пра юрысдыкцыю нават крыху, і ў прыватнасці распавялі пра здзелку, якую яны, як гэта сказаць, упісаліся, уклаліся ў складзе з іншымі бізнес-анёламі апошнім часам, нягледзячы на пэўны крызіс індустрыі, гэта укладанне ў стартап Emerge. Дзякуй вам, Дзяніс і Кірыл, за гэтую размову. Да пабачэння. До свидания. Юлія Нехай і Павел Свердлоў, як заўжды, працавалі для вас. Пачуемся ў стартапніцы праз тыдзень. Да пабачэння. До свидания.